Сегодня действительно 16 число, и это такой день, о котором мы никогда не забываем, и день референдума. Видите, как 4 года прошло, как 4 часа или 4 дня. Но самые важные события, которые предстоят через сутки, это 18 марта. И то, что мы сегодня говорим, уже с 12 часов ночи, день тишины наступает, говорить не сможем. Пользуясь случаем, хочу сказать всем своим соотечественникам, всем живущим в Крыму и в России людям. Есть время еще определиться, кто будет на выборах на избирательном участке или что-то отдать свой голос и зарегистрироваться обязательно. Сегодня праздничный день, 18 марта. Люди, которые живут семьями, живут в России, каждый должен понимать, что с 18 лет гражданин России должен отдать свой голос и пойти на выборы. Это говорит о том, что мы единые, что нас сегодня не имеет права не обижать никто, ни Америка, ни Европа, ничего. Мы должны быть в едином кулаке. Тогда мир будет нас уважать, и мы достойны уважения, потому что политику, когда смотришь, наблюдаешь, сегодня Англия, Америка, Европа не знают, до чего. Но даже как-то оно и русским языком, и татарским не скажешь, до чего придраться. Действительно, последние 500 лет, когда берем 300-400, зависть этих стран, она у них порождает всегда какую-то ненависть к России. Ну, всегда все говорили, зависть – это самая страшная болезнь человечества. Но я изучаю историю, все, твердо могу сказать, Сирию сегодня сохранили только благодаря нашего президента Владимира Владимировича Путина и тех ребят, которые там служат. Также Иран. Также сегодня сохранено господство, которое Америка вело. Вы представьте себе, утром мы встаем, бомбят Югославию в центре Европы. Когда мы все гордились тем, что покупали и обувь, и дубленки. Самое такое было развитое государство Югославия при Варшавском договоре. Его уничтожили, сегодня там неспокойно, однозначно. Если мы вместе все сегодня отдаем свой голос Крым-Бірлігі, который я сегодня возглавляю, с первой минуты мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина, с первой минуты мы понимаем, что то, что сегодня сделано, это надо продолжить. При любой жизни человека жизнь никогда не останавливается, и проблемы, и хорошие, они всегда будут существовать, пока есть человечество. Вместе с ним, посмотрите, действительно, аэропорт, который строится. Посмотрите этот мост, о котором более 50-100 лет еще при Германии говорили. Керченский пролив, 19 километров. Посмотрите, сотни, более 10 тысяч единиц и людей, более 20-40 тысяч строят дорогу. Керчь, Севастополь. Эта дорога останется нашим детям, правнукам. Нас уже никого не будет, она будет действовать и работать. Поэтому, обращаясь к вам, прошу, подумайте, соберитесь, праздничный день. В каждом избирательном участке будет звучать музыка, кафе. Все это будет работать. Будет милиция дежурить, которая будет тишину и покой соблюдать на избирательном участке. Никого не бойтесь. Те угрозы, которые идут сегодня со стороны Киева или что-то, я считаю, что это преступление. Единственное, я еще благодарю Аллаха, как они не говорят, чтобы наши дети не ходили в школу. Если и это еще скажут, тогда, я считаю, все, поставлена точка на том, чем они там занимаются. Я крымский татарин, мне 66 будет в июне. Всех жителей, земляков, кто меня знает, кто не знает, я призываю, чтобы народ и все жители Крыма пошли на выборы. Поэтому 18 числа вечером мы будем друг друга поздравлять. У нас есть президент Владимир Владимирович Путин. Я глубоко убежден, что народ свой голос отдаст только за него. Сау олыңыз.